Я Якубов Пукин Тополович, гражданин Российской Федерации, выход из Таджикистана. В Москве нахожусь почти уже 2000 года. Работаю в известной фирме. В общем, у меня в рабочий день была доставка, по которому адресу клиенту я доставил доставку. Мы все проверили с клиентами. И только хотел уйти, какой-то гражданин в гражданском форме представился сотрудником полиции и показывал свое удостоверение. А я на него смотрю, он как-то выглядит подозрительно, потому что у него как-то раздраженный был. Либо обкуренный, либо пьяный. Я сначала подумал, может не показывать документы. Еще раз спросил, с какого отделения вы. Он как-то ответил. Потом я еще раз спросил, можно еще раз ваши документы. Он ответил, сказал, что я уже показывал. Я ему сказал, хорошо, но только документы у меня все в машине. Хотел, то есть мы приблизились к машину, хотел только дверь открыть и достать документы. В это время он перекрыл мне дорогу. Он на машине был? Не, он пешком был. Перекрыл мне и не пустил меня к машину, поднял свою коленку, то есть перегородил, да, вот показывает, да, образно или как? Покажи. Я уже хотел открыть дверь, он поднял коленку попал мне в живот вот так, прямо сюда. Потом я уже тоже начал нервничать и спрашиваю, а что вы оскорбляете, что за обращение, кто вы вообще? Он говорит, что я сотрудник полиции, такой-то такой. Я говорю, в таком случае я вам не покажу документы, пока полицейский не приедет или какой-нибудь наряд. Если вы полицейский, давайте вызовите полицию или наряд. Он в это время начал, я сейчас тебя заберу, поедешь со мной в отдел, начал по-всякому. Я ему сказал, я никуда не поеду с вами, пока наряд или полицейский не приедет, я и показывать не буду вам документ. В это время кто-то мне звонил, я обошелся с той стороны, где пассажирскую сторону, открыл дверь, ответил на телефонный звонок и думал, может показывать документ. И достал свой вот этот бумажник, ответил на звонок, достал все, паспорт, ему показываю, объясняю, вот я гражданин Российской Федерации. Вот мои документы водительские. В это время он вырвал с моих рук все документы, слетел. Я ему говорю, что ты делаешь? Я тоже же начал на ты, потому что я тоже же нервничал, смотрю. Во-вторых, он молодой, показался действительно подозрительно. Я согнулся, нагнулся, собираюсь все свои документы. С этого момента он использовался и повернул мне руки назад и поднял меня. И начал таскать, вести в опорный пункт. Я ему говорю, что ты делаешь? Почему ты так со мной поступаешь? Дай хоть мне дверь закрыть машину. Дай хоть мне позвонить. Там машина открыта, там машина в товары, документы. Он меня не слушал. Начал толкать, мы шли уже по дороге, и он начал оскорблять. Вот вы приехали, получили документы, там уже начали себя вести, туда-сюда, таджик, маджик. В общем, начал оскорблять. И я тоже нервничал, когда он такие слова с такими словами начал разговаривать, и уже унижение это как бы мне начал унижать, и я ему ответил, ты за это слово ответишь. Ты почему не вызываешь полицейский или там наряд, если ты полицейский? В это время во дворе стояли люди, все смотрели. Я даже некоторым обращался вызвать полицейский.
Мы шли по дороге, когда у меня... Ну кто-нибудь звонил? Нет, никто не звонил. Вот смотрят на вас, жители Да. нашего города Москвы, как по отношению к вам издеваются, сотрудник полиции нашей, в штатском, да. Он в гражданской форме, и люди тоже... И люди вообще, ну, Да, ну вот они- мне русского убил, пускай убил, значит. Да, как-то они все не тоже- виноваты. Да. Мгм. Что-то Ну вас подумали. привезли сюда, или вместе Короче, пошли? мы идем по дороге вдвоем, мне руки так зад повернуты, и он со второй руки начал бить, да, меня вот Ага. под этого. Ну, бокс- Я нервничал, я ему Задумался, говорю, задумался. ты что делаешь? Отпусти, я сам могу идти. Я не первый день в Москве и не первый день встречаюсь, сталкиваюсь с сотрудниками полиции. Время, оказывается, расстояние, где начал инцидент, до опорного пункта метров, может, 200, может, 250. Недалеко было, в общем. А так бы, да, шли пешком. В это время он дал мне подножка, я упал на асфальт. Да. Он вышел на меня и дал 2 раза под затылкой, вот в область шеи, у меня уже больно стало. Я уже не смог двигаться. И то я ему кричал, отпусти, я сам могу идти. Или вызывай полицейский. Я же не знаю, там рядом опорный пункт. И мы зашли в опорный пункт, там еще один человек сидел, он ему сказал, закрой дверь. Он встал, закрыл дверь на замок и начали вдвоем бить. Значит, получается, он сотрудник полиции данного района, Да. если он зашел туда. И Да. сотрудник, да. И вместе начали вас Да. бить. Вместе они начали бить. Я начал кричать, мне больно, отпусти, или там, что вы хотите от меня. Они не слушали. Били, пинали ногами, руками, уже мне плохо стало. Потом я лежал на полу, он поднял меня с волоса и сел мне на плечо. Сел на плечо, начали издеваться, палец засунул прямо в глаз и в область носа. У меня полностью был царапан, есть фотография полностью. Вот сейчас тоже чуть-чуть шрам есть. Начал по-всякому издеваться, я сейчас буду тебе оформлю там за наркомания, что-то сказал, потом за ИГИЛ, какой ты выбираешь. Начал они, в общем, по-всякому. Я ничего не ответил. Мне плохо, я слышу их разговор, но ответить не могу, потому что дышать трудно, потому что они пинали, били в область живот, в область груди. И в это время я чувствую, что у меня рука не работает, висит рука. Я ему говорю, ты меня руки сломал. Он все равно начал по-всякому матом. Мне пофиг. А второй был в форме? Не, обе гражданские формы. Вот дежурный, участковый или там же дежурный? Нет, не дежурный, это опорный пункт. Потом же везли на Опорный пункт, где участковый сидят. Да, туда везли они. Тогда, получается, где-то приближенно, ближе к дому-то, подъезд получается. Да. Ага. И били, избили. Проходи. Зарик. Ну покажи ты мне, пожалуйста, если есть там еще лучше. Разбиваться, ничего страшного. Здесь семья, дети есть? Нет, семья дети есть, но не здесь. Рука, говорит. Ушибы были, да, гематомы по голове, по шею, царапины. Вот следи. Ну смотри, стоит. Вот операция могу открыть, еще Не надо. швы не сняли. Это все сделали сотрудники полиции? Да. Вот они. Это вот такой синак остался? Да, они, когда я лежал, сначала пинали, потом перевернули, вышли ногой. И попрыгали прямо. Да, попрыгали. Еще хотели там пописать на меня и выложить в интернет. В общем, они либо обкуренные, либо пьяные. Мои коллеги подъехали, именно вот эти 2 сотрудника вышли к нему, да. Эти 2 вышли, показывали им свое удостоверение и спрашивали, вы за кем приехали. И мои коллеги говорят, что они до такого степени были пьяные, говорят, что невозможно даже На расстоянии. на расстоянии там стоят разговаривать. То помоги им одеваться. Да, Я дам все? ну что я сам. Еще здесь на плечо есть. Есть царапины. Избили как смогли, и он мне говорит, я сейчас
буду плюнуть тебе. В итоге они плюнули мне в одежду. Я сижу. Я так понял, что участковые уже были готовы к тому, что при вашем возмущении можно вас прессовать, как один из членов ИГИЛ. Да. Прессовать вас, как один из избитый распространитель наркотиков в России. Они били, и они были уверены в том, что этих не русских, или русского, там, может даже русского, так и не русского особенно. Можно по двум статьям, значит, один, значит, по экстремизму, другим по сбиту наркотиков, может, по лекарии. Поэтому они себя чувствовали свободно. Тем более они были люди в гражданской форме, штатской, не находясь в опорном пункте. Я не исключаю, что у них еще остался, может быть, видеосюжет или видеосъемки, это видеокамеры, которые есть. Ну, не исключаю, но там, скорее всего, уже нету. Но вы правильно сделали, обратились. Вы правильно сделали, потому что я вот по всем этим видео, всем остальным, это ваше обращение будет. В такое положение находится большинство наших граждан. Есть у нас и граждане, которые вот сейчас рядом с вами, вот, товарищ, который сидит вот здесь по поводу, их 5 избили ночью. Мы сейчас не будем отдельно говорить. Сотрудников полиции это по Новой Москве. Их потом завезли, значит, загрузили в машину, да, 5, и вывезли на 70 километров дальше. И там их держали. И потом оттуда они пешком шли. Как они говорят, там больше 10 часов они шли пешком. Мы с ним будем тоже говорить. Такая же ситуация, но у вас человек с паспортом России. Вы более себе вот по разговору, я вижу, вы человек дальновидный, вы человек себе уважающий. Вы не хотите дело оставить вот так, значит, вот так и все не то. Дайте мне вот заявление ваше. Это совершенно... Это то, что связано с... Это выписка, правильно? Да, выписка связана, что вы обратились к врачам. И вас лечили, да? Лечили, да. И кто-нибудь к вам подошел, сотруднику, когда в больнице? Да, следующий день к вечеру. А где лежали, если прошу извинить? 36-й городской клинический. Это в районе Измайловского. Измайловского, да. Следующий день, уже через сутки вечером, когда они фотофонограмму, по-моему, отправили, этот капитан мне говорит, после этого получения, говорит, отправили мне, вот я подъехал, хочу выяснить, что было, что к чему. Он представился откуда, с какого дела? Да, да, с Таганского. Ну вы же говорили все, то, что сейчас. Да, то, что было, я все рассказывал, записывал, и он мне прочитал то, что с моих слов я подписывал. Но он сказал, завтра или послезавтра, скорее всего, из этого, как он сказал, со Следственного комитета кто-нибудь приедет, дело будет уже вести на Следственный комитет, но никто не пришел, никто не звонил. Да. Когда это случилось? 23 число, где-то в районе 17:15, 17:20 час. Дайте мне заявление, вы написали, что заявление. Хорошо, то, что вы рассказали, здесь написали, да? Что еще хочешь добавить? Добавить? Не знаю, вот. Что конкретно? Единственное, что вы хотели, чтобы нам была опора ваша сегодня ближе труда их мигрантов, общественная организация. Чтобы их как бы по меру наказывали. А вы готовы, значит, всех этих, значит, процесс следствия, да, оправдать им, соответственно. Еще один инцидент. За мной приехали мои коллеги, когда я уже с отделения звонил, за мной приехали, когда меня увезли на скорой. Вас прямо забрали с отдела полиции скорой? Нет. Когда мне плохо стали, они вызвали наряд. Они где-то час с лишним задержали меня в опорном пункте. Когда уже мне плохо стало, потом они вызвали наряд. Наряд подъехал, забрал на УВД Таганской. Там еще где-то около минут 40 задерживали. Когда мне плохо стало, я уже начал кричать, вызовите скорую. И там тоже задержанные сидели женщины. И из них кто-то начал возмущать, сказал, почему человеку плохо, вы не вызываете скорой. После того они как-то либо испугались, либо что-то. Вызвали скорую, подъехал скорый, посмотрел, полностью обследовал. И кололи меня обезболивающие, сказали, что у вас, скорее всего, перелом руки. Ну, так и вышел. Отвезли в больницу, сразу на приемный, уже травматологи, нейрохирурги. Я в опорном пункте, разговор, который по телефону состоялся между
участковым и оперативником Таганского УВД. Как вас передать туда, потому что уже вы были без сознания практически. Ну, вас двигались, но сейчас без сознания. Да, разговор был. Вы не чувствовали, вы не помните, о чем они говорили? Я лежал в коридоре, я просто слышал, они сидели в своем кабинете. Один говорит, что я его пинал, у меня что-то нога сильно болит. Второму кто-то звонил, он сказал, пока не заходи, я дверь закрыл, у меня дверь закрыта, у меня тут человек. Потом это имело в виду вас, вы лежали, да. Что получается в том состоянии. По моему мнению, они как бы испугались или как-то. Были разговоры. После того, как я уже себе немножко пришел в себе, они начали издеваться. Вот видишь, ты таджик, начал умничать, вот в итоге что получился? В итоге я тебе оформляю по 19-м, статья 19, час 1, что ли. Вот, они сделали такой протокол? Не знаю, я ничего там не подписывал, потому что мне плохо стало. Потом же подъехал наряд отвез УВД Таганский.